Всем привет, друзья! Какой сегодня? 24 декабря, канун Нового года. И мы находимся в гараже у Мирослава. Снимаем мой мотоцикл. Мирослав запустил свой. В планах сегодня поехать на Косозен, где я до этого был однажды, когда ездил на 1090 КТМ. Сейчас мы ждем Леху. Леха приедет на прицепе. Мы грузим байки и Алга. Время где-то 11 часов. Надеюсь, сегодня будет очень интересно и прикольно. Техника готова. Я думаю, мой первый опыт по катушке. Зимний, к тому же. Да еще и в песочнице, где не нужно ехать конкретно какую-то точку. Поэтому две вещи для меня новые сегодня. Приехал Леха с прицепом. Сейчас будем грузиться. Леха загнал вам салам. Вот он, тот самый прицеп. Я думал, Леха тоже притащит свой ДРЗ. Но он говорит, сегодня хочет просто на машине покататься. Ну, хочет и хочет. Грузим байки и едем. Все очень пунктуальные ребята. Мир приехал ровно в 10. Леха за 15 минут раньше приехал. Вот она, субботняя вылазка. Моя группа в WhatsApp, кстати. Если хотите вступить, дайте знать. Крепим байки. Два байка поместилось передом. Хотя думали один поставить, задом закатить. Но нет. Рули не соприкасаются. Сейчас затянем и Алга. А между собой получил, и получается, у него ночью нету подсветки. Вот, видишь, вот такая хуйня. Тоже он больше, блядь, в 2 раза, чем обычный номер, блядь, видно. И, короче, как они, у меня вот эти областники как доколупались, блядь, ты, блядь, подложный номер. Приехали мы на Косозен. Дорога, сами видите, какая. Тряска такая, что у меня жим-жим, блин, что один из этих двух мотиков сейчас упадет. Ну, пацаны меня успокаивают. Мир говорит, ну упадет, блин. Они же рассчитаны для этого. Все равно. Просто я, видите, неопытный, блядь, очкодюр еще к тому же. Поэтому, когда они раскачиваются там как маятник. Вот здесь осталось ехать чуть-чуть совсем, поэтому потерпим. Туда проще. Ну что, готов? Сейчас приедет мотик, который взял Леха обкатать. Байки разгрузили. Готовы к приключениям. Вот Косозен. Как Леха говорит, это трасса для тренировки мотокроссменов. С его слов, здесь какие-то профессионалы тренируются. Вот. Как вы видите, поверхность уже тает, грязь. Так что придется сегодня изрядно так испачкаться. Лишь бы не поломаться. Остальная херня. Остальное можно отмыть. Ну, вот так вот, ребят.
Ох, блядь. О, это работа. О. Бать! Ох, куда уеду? Пиздец. Все, давай я оттуда заеду. Я оттуда заеду. Да, это спорт. Мы с Мирославом представили, что мы находимся на европейском чемпионате «Царь горы» типа. Но тут такой очень хороший, отвесистый такой подъемчик, очень крутой.
Внизу много песка. Там вверху прям резкий набор и потом площадка. Я вот только что оттуда спустился, вы видели. Сейчас попробуем взять эту гору. Вот пиздец, нахуй, ебать. Че? Че это отвалилось? А? Ну, бля, она, видимо, напрашивалась. У Мира вон подножка отвалилась. Теперь будет как настоящий кроссмен Ну, ложить на бок. Че, крепление отвалилось? ага. Куда дети я буду, сука? Положи. Так, вон Мирослав стоит в красном, на красном. Но ничего, тут не так страшно, как кажется. На второй передаче я заезжал, нормально было. О, там еще, блядь, лагерь. Круто. Что-то этот подъем, я который взял, он мне прям так уверенности внушил. Я теперь чувствую себя для чемпионом мира, сука. Вон Мир поехал. По следам Giveaway моtovlog. Вот. Это вот место и называется песочница, как мы поняли. Карьер. А здесь и джипари берут такие подъемы. Посмотрите, 45 градусов, не меньше. Трехдверный поджерик, кажется, или кто задом спускается, не смог взять подъем. Но здесь, да, есть место в душе разгуляться. Столько подъемов крутых. Спорт. Ехать вот прям вот так вот. Вот здесь такой очень крутой спуск. Сейчас покажу. Далее. Ну, тут уже кто-то проехал. Значит, мы тоже проедем. Главное договориться со своими страхами. И все. Вон ребята спускаются по этому спуску. Что там, мы тоже можем. Да?
Что там? Пойду и приеду. Брызговик? Да, второй оторвался. Да хуй с ним. Давай быстрее. Там Антоха приехал, я пеньки выложил, сейчас будем разжигать. Это где? Там же? Я туда не стали ехать. Что говорю про тебя? Смотрите, какой у Лехи. Какая у Лехи система нагревания чайника. Чайник Мирослава, а вот эти два пня привез с собой Леха. Туда налил отработку, Бензинчика. зажигательную смесь, и все. И у нас самовар. Только непонятно, как чайник от этого будет нагреваться. Ну он тут вообще горел, сейчас загорится. Не знаю, не знаю. Должно. Вот она, мотокросс-трасса. Мы покатались, попьем чай, согреемся и по домам. Пацаны говорят, мы неправильные туристы. Где бухло? Офигеть. Погоди. Ну что, ребят, пора подводить итоги. Вылазка наша состоялась. Полное соответствие названию моей группы в WhatsApp. Субботняя вылазка. Правда, сегодня воскресенье. Только что мы сделали небольшой кофе-брейк. Импровизированный здесь у нас стол, печь. Мирослав, как обычно, привез с собой чайник, который запомнился еще с времен Монголии, монгольского трипа. Вот. Единственное, вот Леха здесь свои эти говнотопы, бля, он сжег. Я ему говорю, бля, глобальное потепление, как так, ты чё, ёпты? Но старая гвардия, они такое не знают. Мотик, конечно, весь в песке, грязный, но полностью оправдал свое прямое назначение. Эндуро мотоцикл, можно сказать. Что это, сникерс? Ну почти. Че? Сам сделал? Ну да. Время уже почти 4, народ собирается уже. Солнце садится, холодает. Косозень находится в 40 километров, да, от города? 40 километров. Попробовал, я прокатился на Honda CRF 450. Очень много момента. Новая резина, бешеный зацеп. Но гремит, дребезжит, что-то непонятно как-то она. Мне очень не понравилась. Но мир говорит, это спортивный снаряд. Соответственно, это нормально. Ну вот и все. Теперь собираем, грузим байки в этот прицеп и едем домой. Есть какие-то слова напоследок? Ништяк, прокатились. Спасибо, кстати, Лехе за то, что он нас привез. И сказал Лехе, что мы без него сделали. Тебе есть что добавить? Круто. Катнули. Ну, Мирослав никогда не отличался многословностью. В общем, до встречи на дорогах. Всем пока.